Господь, зажги во мне огонь Святого Dieve, Духа. uždeg šį mano Зажги во мне огонь Святого Духа. Uždeg manyje Будем ugnį петь, будем šventosios молиться и dvasios. просить Господа, чтобы Он нас сегодня всех благословил. Зажигай огонь. Ir prašysim, kad Dievas mūsų visus šiandien palaimintų. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Иисус, тебе сердце я отдаю. Пусть уходят все сомнения и печали прочь. Он пришел, чтоб дать спасение. Он пришел помочь. Загорелась на небе звезда и светом пронзила всю тьму. Знай, теперь Иисус рядом всегда. Ты только доверься Ему. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Иисус, тебе сердце я отдаю. О, Иисус, я тебе отдаю все сердце, всю душу, все мысли тебе я отдаю. О, Господь, я прошу Тебя, пусть пылает во мне этот огонь Святого Духа. Пусть пылает, а не тлеет первая любовь. Радость сердце наполняет благодатью вновь. Даже если небо снова молчит, Бог слышит голос Твой. Открывай свои уста, не молчи, провозглашай и пой. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Иисус, тебе сердце я отдаю.
Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе в сердце я зажигай огонь. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе все. Еще раз поем, зажигай огонь. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я отдаю. Иисус, тебе сердце я отдаю. Аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебя в это утро, Иисус, что Ты сегодня с нами. Я верю, Господь, что Ты стучишься в каждое сердце, Господь. Я хочу говорить о теме «Церковь и город» или «Церковь, влияющая на город», «Церковь, служащая городу». Mano pamokslo tema tai yra bažnyčia ir miestas, arba bažnyčia veikianti miestą, arba bažnyčia tarnaujanti miestui. Почему такая тема? Kodėl tokia tema? Вот Бог, когда Он действует в этом мире, Он всегда отвечает на ту нужду, которая есть в этом мире. Dievas veikdamas šiame pasaulyje, jis atsako į tą poreikį, kuris tuo metu yra. Когда Иисус ходил по этой земле, Kada viešpats vaikščiojo šioje žemėje, Он когда сталкивался с человеком больным, jis kada sutikdavo žmogų ligonį, Он не начинал ему рассказывать что-то важное и нужное. jis nepradėdavo jam pasakoti kažką svarbaus arba reikalingo. Например, о том, как бизнес вести. Pavyzdžiui, apie tai, kaip pradėti verslą. Он его исцелял, правда? Jėzus jį gydė, Потому что у человека была именно эта нужда. nes žmogus turėjo būtent tokį poreikį. Когда он столкнулся с тем, что люди голодны, Kada Jėzus susidūrė su tuo, kad žmonės badauja, он тоже не начал рассуждать о том, какая вот политика в Римской империи, из-за чего голод возникает. jis nepradėjo svarstymus, kokia šiuo metu yra politika Romos imperijoje ir dėl ko kyla badas. Но он позаботился о том, чтобы они были накормлены. Jėzus tiesiog pasirūpino, kad žmonės gautų maisto. Бог всегда отвечает на конкретную нужду. Dievas visą laiką atsako į konkretų poreikį. Эта нужда может быть маленькая и моя личная, Tas poreikis gali būti nedidelis ir labai asmeniškas, может быть какой-то очень большой, gali būti kažkoks labai didelis, но всегда очень конкретные действия. bet visą laiką yra konkretus veiksmai. И я верю в то, что когда Бог нам показывает какие-то нужды в этом мире, Ir aš tikiu, kad kai Dievas rodo mums kažkokius šio pasaulio poreikius, Он показывает нам то, куда Он хочет идти и что-то делать. Jis mums rodo tai, kur jis nori eiti ir kažką daryti. Каждая нужда Kiekvienas poreikis. – это такое Божье указание для Ира. Божьего народа. Tai yra Dievo nurodymas Dievo tautai. Бог говорит, это то, куда я хочу прийти, через тебя. Dievas sako, tai yra tai, kur aš noriu ateiti per tave. И современный мир, Šiuolaikinis pasaulis, в нем как много всяких вызовов, но один из самых серьезных вызовов – это вызов городов. Šiame pasaulyje labai daug skirtingų iššūkių, bet vienas svarbiausių ir rimčiausių tai yra miestų iššūkis. Примерно 4 года назад Apytiksliai prieš 4 metus произошло очень серьезное изменение в нашем мире. įvyko tam tikri rimti pasikeitimai mūsų pasaulyje. Впервые больше половины населения мира стало жить в городах. Pirmą kartą daugiau negu pusė pasaulio gyventojų pradėjo gyventi miestuose. В принципе, города всегда играли очень важную роль в развитии цивилизации. Собственно, на них цивилизация и держится. Iš esmės miestai visą laiką turėjo svarbią rolę civilizacijų vystimase, iš esmės visą tai ir laikosi ant miestų. Даже само название «цивилизация», Netgi pas pavadinimas civilizacija, оно происходит от латинского слова «горожанин» или «городской». jis kyla iš lotyniško žodžio miestietis arba tik susijęs su miestu. Но
вот сейчас впервые больше половины населения Земли живет в городах. Bet dabar pirmą kartą per visą istoriją daugiau negu pusė gyventojų gyvena miestuose. В развитых странах до 80% людей – это городские жители. Išsivyščiusiose šalyse apie 80% gyventojų tai yra miestiečiai. В России, например, 73%. Pavyzdžiui, Rusijoje miestiečių yra 73%, В Украине 69%. Ukrainoje Не 69%. знаю, в Литве, я думаю, примерно так же, на самом деле. Nežinau, Тоже kiek yra процентов Lietuvoje, 70. bet manau, kad irgi panašiai apie 70%. Это значит, что именно в городе Tai reiškia, kad būtent mieste сосредоточено основное количество людей. yra sukoncentruotas pagrindinės žmonių masės. Тех самых людей, которым Бог посылает нас, потому что Он сказал, идите и научите все народы. Tai yra tie žmonės, pas kuriuos mus Dievas siunčia, nes jis sakė, eikite ir mokinkite visas tautas. И при этом города – это наименее достигнутая часть населения Земли Евангелием. Ir tuo pat metu miestai tai yra ta vieta, kurios Evangelija pasiekia mažiausiai. На самом деле это странно, Iš tiesų tai yra keista, но у горожанина намного меньше шансов услышать радостную весть, чем у жителей деревни. bet miestiečiui yra daug mažesnė tikimybė išgirsti gerąją naujieną negu kaimiečiui. Я опять-таки не знаю статистику по Литве, Aš vėlgi nežinau Lietuvos statistikos, но вот по России знаю достаточно точно. bet Rusijoje žinau pakankamai tiksliai. Если мы возьмем маленькие города, Jeigu mes paimsime mažus miestelius, где-то 50 тысяч, apytiksliai 50 000 žmonių, и посчитать всех евангельских верующих, которые там есть, ir paskaičiuoti visus evangelinio tikėjimo žmonės, kurie ten yra, то их примерно будет 1-2%. tai jų bus apytiksliai 1-2 procentai. В разных городах по-разному, но вот 1-2%. Skirtingose miestuose skirtingai, bet apytiksliai 1-2. Если мы возьмем города уже от 100 и больше тысяч, Jeigu mes paimsime miestus nuo 100 000 ir daugiau gyventojų, там обычно 0,5%. ten dažniausiai būna tikinčiųjų apie 0,5%. Если брать такие города, как Москва и Санкт-Петербург, Jeigu kalbėti apie Maskvą ir Sankt или Peterburgą Казань, arba Kazanę, то там еще меньше процент. tai ten procentas dar mažesnis. Города – это, ну вот знаете как, есть недостигнутые племена такие. Miestai tai yra kaip nepasiektos gentys. Вот это города. Tai yra miestai. Это не джунгли где-то там далеко. Tai ne džiunglės kažkur toli, Это здесь, на улицах наших. tai yra va čia, šalia, mūsų gatvėse. Я верю в то, что это вызов, который Бог бросает церкви. Aš tikiu, kad tai yra iššūkis, kurį šiandien Dievas meta bažnyčiai. И я верю в то, что на всякий вызов Ir aš tikiu, kad kiekvienam iššūkiui церковь должна отвечать двойным способом. bažnyčia turi atsakyti dviejopai. Она прежде всего должна идти вглубь откровения, Jis visų pirma turi eiti į apreiškimo vidų, искать в Слове Божьем ответ, ieškoti atsakymą šventajame rašte. а потом и второе действие – это искать, каким образом этот ответ может быть применен в современной ситуации. Ir antras dalykas tai ieškoti, kokiu būdu tas atsakymas iš šventojo rašto gali būti išreikštas arba pritaikytas šiuolaikiniai situacijai. Конкретно там, где я нахожусь. Konkrečiai ten, kur aš esu. Потому что, конечно, Вильнюс отличается от Москвы. Nes iš tiesų Vilnius skiriasi nuo Maskvos И это будут немножко разные ответы. ir atsakymai bus iš tiesų truputį skirtingi. Но у нас общее откровение, и я хочу сейчас туда обратиться. Bet mes turime vienodą apreiškimą ir dabar noriu kryptis į jį. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, Aš kviečiu atverti Evangeliją pagal Matą, 16 глава, 16 skyrių. и я буду читать с 13 стиха. Aš skaitysiu nuo 13 eilutės. Уверен, что многие из вас это наизусть помнят, но тем не менее, всегда хорошо открыть Писание, заглянуть туда и еще раз прочитать то, что Бог хочет сказать нам. Aš esu įstikinęs, kad daugelis atsimena šią vietą mintinai, bet tuo pat metu vis dėlto yra gerai atidaryti šventąjį raštą ir kartais perskaityti labai konkrečiai tai, kas tenais parašyta. Как лучше, сразу целиком или по стиху? Я думаю, Ну, по стиху тогда, хорошо. «Придя в земли Кесарии Филипповой, Иисус спросил своих учеников, кем считают люди Сына Человеческого? atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė savo mokinius, kuo žmonės mane žmogaus sūnų laiko. Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья,
а некоторые, что Еремия или один из пророков, ответили они. Jie atsakė, vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. А вы кем считаете меня? Спрашивает их он. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Ты помазанник, сын живого Бога, ответил Симон Петр. Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus. Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы, сказал он, потому что тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Ir aš tau sakau, tu esi Petras ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Я верю в то, что это ключевой отрывок всей евангельской истории, потому что в этот момент происходит чудо. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra raktinė ištrauka visos Evangelijos, nes būtent šiuo momentu įvyksta stebuklas. Впервые люди узнают в этом Иисусе из Назарета того, кто Он есть на самом деле. Pirmą kartą žmonės Jėzuje iš Nazareto pažįsta tą, kuris jis yra iš tikrųjų. Я верю в то, что вот это узнавание – это ключевой момент не только евангельской истории, но и истории каждого из нас. Aš esu įsitikinęs, kad ta pažintis, pažinimas yra raktinis momentas ne tik Evangelijoje, bet ir mūsų asmeninėme gyvenime. Потому что если в твоем сердце, или лучше сказать, до тех пор, пока в сердце человека не произойдет это узнавание, Nes iki to momento, kol žmogaus širdyje neįvyks tas pažinimas, вот до этого момента у нас есть религия, но у нас нет отношений с Богом. iki to momento mes turime religiją, bet neturime santykių su gyvuoju Dievu. Христианство начинается в тот момент, когда я внутри себя знаю, что Иисус есть Христос, Божий Сын, Спаситель, и Он это сделал для меня. Krikščionybė prasideda tada, kai aš savo širdyje žinau, kad Viešpats yra Dievo sūnus ir mano gelbėtojas. И точно так же, как в случае с Петром, Ir lygiai taip pat kaip situacijoje su Petru, то, что Иисус им говорит, ты не мог это узнать от людей, ты мог это узнать только от Небесного Отца. kai Jėzus sako, kad tu negalėjai sužinoti tai nuo kitų žmonių, tu galėjai sužinoti tai tik nuo dangiškojo tėvo. Вот точно так же это с нами происходит. Lygiai taip pat įvyksta ir su mumis. Потому что нам могут что-то люди рассказывать о Христе, свидетельствовать, но до тех пор, пока со мной не случится откровение, до тех пор, пока Бог не проговорит мое сердце, ничего не произойдет. Žmonės gali mums kažką pasakoti, liudyti apie Kristų, bet kol mes savo širdyje nesuvoksime, kas jis yra, tol nieko neįvyks. Я еще раз хочу поздравить тех, кто крещение принимал. Aš dar kartą noriu pasveikinti tuos, kas priėmė vandens krikštą. Потому что крещение – это свидетельство того, что вы получили это откровение. Nes vandens krikštas liudija apie tai, kad jūs gavote tą apreiškimą. Я хочу верить, что все, кто здесь сидят, тоже это откровение уже получили. Aš noriu tikėti, kad visi sėdintys čia taip pat gavo tą apreiškimą. Если нет, вы можете, ну я не знаю, в конце либо молитва у вас будет, либо можете потом к пастору подойти и сказать, слушай, про что он там говорил, объясни мне, как мне это откровение получить. Jeigu ne, tai aš tikiu, kad galbūt pabaigoje bus malda, arba jūs galite prieiti prie savo pastoriaus ir pasakyti, apie ką jis ten kalbėjo, paaiškink man. Но это еще важно помнить, когда вы свидетельствуете кому-то из своих друзей. Bet tai dar svarbu prisiminti, kai jūs liudijate kažkam iš savo draugų. Мы можем людям рассказать что-то, Mes galime žmonėm kažką papasakoti, поделиться своей верой, pasidalinti savo tikėjimu, своим опытом жизни с Богом. savo patirtimi gyvenant su Dievu. Но до тех пор, пока Бог не проговорит в сердце человека, ничего не произойдет. Bet iki to meto, kol Dievas neprakalbės į žmogaus širdį, neįvyks nieko. Я помню, я когда молодым верующим был, у меня много раз такое было. Kažkada seniai, aš atsimenu, ne vieną kartą man tai buvo.
Я рассказываю кому-то о вере. Aš kažkam pasakoju apie tikėjimą, Со мной спорят. su manim ginčijasi. Я им на все вопросы ответил. Aš atrodo atsakiau į visus klausimus. А они мне говорят, да, ты прав, но мы не верим. O jie sako, taip, tu esi teisus, bet mes netikim. Я не мог понять, как такое может быть. Ir kažkada negalėjau suprasti, kaip tai gali būti. Если я прав, то Jeigu aš почему esu ты не teisus, веришь? kodėl tu netiki? Но в какой-то момент я понял, Kažkuria akimirka aš suvokiau, что Бог должен открыть. kad turi atverti Dievas. Я-то стал молиться за моих друзей. Ir aš pradėjau melstis už savo draugus. Не только им рассказывать, но и молиться. Ne tik pasakoti jiems, bet ir melstis. И тогда что-то начало происходить по-другому. Ir tada kažkas pradėjo keistis. Поэтому, если вы кому-то свидетельствуете, Todėl, jeigu jūs liūdėjate kažkam, помните о том, что ходатайство очень важно. prisiminkite tai, kad dar svarbu labai melstis už tą žmogų. Чтобы Бог проговорил в сердце этих людей. Kad Dievas prakalbėtų į tų žmonių širdis. Чтобы Бог им открыл, что Иисус есть Сын Божий. Kad Dievas jam atvertų, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Тогда в жизни этих людей произойдет это чудо рождения свыше. Tada tik tai tų žmonių gyvenime įvyks stebuklas ir jie galės gimti iš aukštai. И мы это все знаем, да, правда? Я Mes ничего visą нового tai не žinome, сказал. aš nepasakiau nieko naujo. Но я прочитал весь этот отрывок вот почему. Bet štai kodėl aš skaičiau tą ištrauką. Вот здесь Иисус говорит о личных отношениях с Ним. Čia Jėzus kalba apie asmeninius santykius su juo. Но в какой-то момент меня начало смущать следующая вещь. Bet kažkuria akimirka man pasidarė keistas vienas dalykas. Я понимаю, что спасение – это личное отношение с Богом во Христе. Aš suprantu, kad išgelbėjimas priklauso nuo asmeninių santykių su Jėzumi. Почему Иисус сразу говорит после этого о церкви? Kodėlgi Jėzus iš karto po to kalba apie bažnyčią? Причем тут церковь? Prie ko čia bažnyčia? Если у меня есть личное отношение с Богом, Jeigu aš turiu asmeninius santykius su Dievu, зачем церковь? kam bažnyčia? Я не хочу долго об этом сейчас говорить, Aš nenoriu išsiplėsti apie tai, иначе это будет совсем другая тема. nes kitaip gausis visai kita pamokslo tema. Но я просто хочу обратить ваше внимание, Bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, что когда Иисус так тесно связывает kada Jėzus taip glaudžiai suriša личные отношения с Ним asmeninius santykius su juo и церковь, которую Он сразу же основывает, ir bažnyčią, kurią jis iš karto įkūrė, это означает, что спасение – это не только мои личные отношения с Богом, tai reiškia, kad išgelbėjimas tai ne tik mano asmeninis santykis su Dievu, это еще и принадлежность моя Божьему народу, bet tai ir mano priklausimas Dievo tautai, которая выражается в живых отношениях в поместной общине. kuris išreiškiamas gyvais santykiais vietos bendruomenėje. Без этого мое спасение какое-то неполноценное будет. Be šito mano išgelbėjimas bus nevisavertis. Я это вам оставляю как загадку, чтобы вы просто об этом поразмышляли. Aš visą tai jums palieku kaip myslę, apie kurią jūs galite svarstyti. И хочу отсюда следующий шаг сделать. Ir nuo čia noriu pradėti kitą žingsnį. Есть такая толстая книжка, называется «Христианское богословие». Yra tokia stora knyga ir jinai vadinasi Krikščioniškas Dievo rašto pažinimas. Teologija. Да. Она примерно в 2 раза толще, чем Библия. Ta knyga maždaug 2 kartus storesnė negu Šventasis raštas, Но написал ее один человек, bet parašė tą knygą vienas žmogus, которого зовут Миллер Терриксон. kurio Pastorius vardas Mayer. Miller Teriksonas. Тоже, видимо, ее читали. Pastorius iš akių matau labai gerai žino, turbūt skaito. Там раздел о церкви начинается очень интересными словами. Ten skirsnis apie bažnyčią pradedamas labai įdomiais žodžiais. Миллер Терриксон пишет так. Milas Terriksas rašo taip. Церковь – это хорошо знакомая, но, целиком лучше, хорошо знакомое, но крайне запутанное понятие. Bažnyčia tai labai gerai pažįstamas, bet be proto sujauktas supratimas. Ну вот сейчас мы попытаемся это понятие немножко распутать. Dabar mes pamėginsime tai kažkiek suprasti ir bent kiek atpainioti. По-гречески в этом отрывке, который я читал, это, собственно, первый раз в Евангелии, когда слово «церковь» там встречается.
Graikų kalboje, kai aš skaičiau, beje, žodis bažnyčia ten sutinkamas pirmą kartą. Так вот, слово «церковь» по-гречески это «экклесия». Taigi bažnyčia graikų kalba eklesija. И очень часто в евангельских церквях, если спросить, что такое церковь, все дружно говорят, что это собрание. Labai dažnai, jeigu evangelikų paklausti, kas tai yra bažnyčia, tai jie sako, tai yra susirinkimas. Это правильно, но не до конца. Tai yra teisinga, bet ne iki galo. Потому что просто слово «собрание» по-гречески Nes tiesiog žodis susirinkimas graikų kalba, – это синагога. tai yra sinagoga. Это не еврейское слово, это греческое. Tai ne žydų žodis, tai yra graikų. И вот оно переводится как «собрание». Ir va, tai jis yra verčiamas kaip susirinkimas. А слово «экклесия» имело два значения. Žodis eklesija turėjo dvi reikšmės. В то время, когда Иисус это произносит, когда Евангелие записывается, два значения. Tuo metu, kai Jėzus tai tarė, arba kai buvo rašoma Evangelijoje, buvo dvi reikšmės. Первое значение – это законодательное собрание греческого города. Pirmoji reikšmė tai leidžiamoji valdžia, graikų parlamentas. Leidžiamoji valdžia. Второе значение, Antroji reikšmė, которое уже было после использовано, оно позже возникло, kuri gimė vėliau ir buvo naudojama vėliau, это собрание Израиля как Божьего народа. tai yra Izraelio tautos susirinkimas kaip Dievo tautos susirinkimas. За 200 лет примерно до Рождества Христова Apie tiksliai 200 metų iki Jėzaus gimimo Ветхий Завет был переведен на греческий. Senasis testamentas buvo išverstas į graikų kalbą. И вот когда его переводили, Ir štai kada buvo vykdomas tas vertimas, везде, где было священное собрание Израиля как народа Божьего, visur, kur buvo kalbama apie šventą žydų tautos susirinkimą, вот переводчики там использовали это слово «экклесия». vertėjai naudojo tą žodį eklesija. И когда церковь, лучше сказать так, когда христиане выплескиваются в языческий мир, Ir štai kada krikščionys yra išmetami į pasauliečių pasaulį, вот они берут себе тоже это имя «экклесия». jie paima savo šitą vardą eklesija. Интересно, почему? Įdomu, kodėl. Почему слово, которое использовалось как для обозначения законодательного собрания города, Kodėl žodis, kuris reiškia miesto leidžiamąją valdžią, стало обозначать христианское собрание? kodėl tas žodis įgavo prasme krikščioniško susirinkimo? Довольно странно, правда? Tai yra pakankamai keista, teisingai. Мне кажется, это имеет прямое отношение к нашей теме сегодняшней. Man atrodo, tai turi labai kažką bendro su mūsų šiandienos tema. Греческие города, они были очень демократичными. Graikų miestai pasižymėjo demokratiją. И каждый гражданин города мог участвовать в определении того, как город будет жить. Kiekvienas miesto pilietis turėjo teisę dalyvauti tame, kai buvo sprendžiama, kaip miestas eis toliau. И когда все граждане собирались Ir štai kada visi piliečiai susirinkdavo, для того, чтобы обсуждать важные вопросы жизни города, tam, kad galima būtų spręsti svarbus miesto gyvenimo klausimus, вот это собрание называлось «экклесия». tas susirinkimas buvo vadinamas eklesija. А теперь к вам вопрос. Ir štai klausimas jums. Вот представьте себе всех жителей города. Įsivaizduokite visus miesto gyventojus. Граждане – это сколько процентов? Kiek čia procentų bus piliečių? 20. Еще 20. варианты. 10. 10. Еще. Греческий. Реально? Древнегреческий. 5 максимум. Какие-то вы пессимисты, честно говоря. Но смотрите, да, реально это действительно 5-10% от населения города составляли граждане. Iš tiesų, tik tai 50% nuo miesto gyventojų sudarė piliečiai. Потому что при всем том, что вроде бы все граждане имеют право участвовать,
nes atrodo visi piliečiai gali dalyvauti, Но гражданскими правами не обладали, во-первых, женщины. bet pilietybės teisų neturėjo moteris. То есть греки, они любили женщин, Graikai jie mylėjo moteris и они считали, что лучшую половину человечества не стоит обременять заботами о государственном управлении. ir jie taip nusprendė, kad tą gražiąją žmonijos pusę nebūtina užversti miesto valdymo rūpešiais. Во-вторых, естественно, дети не могли участвовать. Antra, tai visų pirma negalėjo dalyvauti vaikai. В разных городах это до 20 или до 30 лет. Skirtingose miestuose amžiaus riba kito, bet taip mes kalbam apie 20-30 metų. И, естественно, рабы и пришельцы, иммигранты, да, они тоже не имели гражданских прав. Ir žinoma, visokie vergai, ateiviai, svečiai. Поэтому, когда глашатый собирал экклесию, Todėl, kai svarbiausias miesto žmogus sukviesdavo eklesiją, вот все граждане, это было 5, максимум 10% от всех жителей города. piliečių buvo 5 arba 10% nuo visų miesto gyventojų. Но именно это меньшинство Bet būtent ta mažuma определяло, как, по каким законам будут жить все остальные. apspręsdavo, kaip ir kokiu įstatymu laikantis gyvens visi likusieji. Один мой знакомый философ и богослов в Украине, у него даже книжка есть такая «Влиятельное меньшинство». Vienas mano pažįstamas teologas Ukrainoje, jisai netgi yra išleidęs knygą, kaip įtakoti mažumas. Ar kaip mažumos įtakoja. Įtakojanti mažuma. Įtakojanti mažuma. Потому что, вообще говоря, это божественный принцип. Nes kalbant bendrai, tai yra dieviškas principas. Никогда большинство ничего не определяет. Niekada dauguma neapsprendžia padėties. Всегда меньшинство определяет все остальное. Visą laiką mažuma apsprendžia visą kitą. Если вы хотите произвести какие-то перемены, Jeigu jūs norite įvykdyti tam tikras permainas, вам не нужно большинство. jums nereikia daugumos. Вам нужно меньшинство, но очень сильное. Jums reikia mažumos, bet ta mažuma turi būti labai stipri. Иисус постоянно об этом говорит. Jėzus nuolat apie tai kalbėjo. Он говорит, не бойся, малое стадо. Jis sakydavo, nebijok mažoji banda. Заметьте, не бойся не потому, что вас так мало, что никто не заметит. Ir jis sakydavo, nebijokite ne todėl, kad jūsų tiek mažai, kad niekas net nepastebės. Помните, что там дальше написано? Ar prisimenat, kas parašyta toliau? Не бойся, малое стадо, ибо Nebijok mažoji banda, nes Отец ваш благоволил дать вам царство. tėvas jūsų duos jums karalystę. Царство дается меньшинству или большинству? Taigi ta karalystė mažumai ar daugumai skirta? Меньшинству. С чем Маша, Иисус сравнивает Царство Небесное? Ir su kuo palygina Jėzus karalystę? Кто помнит? Горчичное зерно, и он Su объясняет, mažu почему. Да? grūdeliu. Ir jis aiškina, kodėl. Почему? Kodėl? Потому что оно меньше всех семян на земле, да? Nes jis yra mažiausias iš visų sėklų žemėje. Дальше он с чем еще сравнивает? Su kuo dar palygina? С закваской, да? Помните? Закон- Su mielėmis. Закваска – это маленький кусочек кислого теста, Mielės tai toks mažas gabaliukas tešlos, kuri yra rūgšti. ну или дрожжи, Mielės. которые, Raugas jo. которые помещают внутрь большого какого-то объема, да? Ir va štai tą raugą arba truputį mielių įdeda į kažkokį didelį kubilą su tešla. И что дальше происходит? Kas toliau vyksta? Это маленький кусочек Tas mažas gabaliukas меняет все остальное keičia sudėti visos masės по своему образцу, правда? pagal savo pavyzdį. Меньшинство определило, что будет происходить со всем остальным. Mažuma, kurie apsprendė, kas vyks su dauguma. Когда Иисус Kada Jėzus говорит о создании церкви kalba apie bažnyčios sukūrimą и использует это слово «экклесия», ir naudoja žodį eklesija,
люди, которые составляют первую церковь, Tie žmonės, kurie sudaro pirmąją bažnyčią, их на ту городскую экклесию не пускают. juos į tą miesto eklesiją niekas neleidžia. Потому что первая церковь — это в основном рабы, Nes pirmoji bažnyčia tai daugiausia sudaryta buvo iš vergų, женщины, moterų, дети, vaikų, пришельцы, эмигранты. emigrantų. Их не пускают туда определять судьбу города. Jų neleidžia tenai aukštai nuspręsti miesto likimo. Но церковь всерьез относится к своему названию. Bet bažnyčia labai rimtai žiūri į savo pavadinimą. Фактически, как христиане берут себе это имя. Iš esmės, kaip krikščionis, jie paima tą vardą. Они говорят, хотя нас не пускают на политическое собрание, Ir jie sako, nors mus neleidžia į politinį susirinkimą, Христос дал нам такую власть, Kristus mums davė tokią valdžią, что именно мы определим то, что будет происходить с нашими городами. kad būtent mes apspręsime tai, kas bus vykdoma su mūsų miestais. И здесь это прямо написано, Ir štai когда čia parašyta tai tiesiai, Иисус говорит Петру, kada Jėzus sako Petrui, я даю тебе ключи aš duodu tau raktus от Царства Небес. nuo dangiškosios karalystės. И то, что ты постановишь здесь на земле, Ir tai, ką tu pastatysi čia žemėje, небо под это подпишется. pasirašys dangus virš to. В конечном счете, Galiausiai, именно церкви, būtent bažnyčia, потому что ведь не Петру лично, правда? ne Petrui asmeniškai tai buvo pasakyta, Но Петру, как представителю народа Божьего, Petras jis tik buvo tautos atstovas вручены ключи от наших городов. ir jam buvo įteikti raktai nuo visų mūsų miestų. У нас с вами, как у народа Божьего, Pas mus kaip pas Dievo tautą есть власть. yra valdžia. Либо открыть небо над нашими городами, Arba atverti dangų virš mūsų miestų, либо не открывать его. arba neatverti jo. Либо закрыть врата преисподней в наших городах, Arba uždaryti pragaro vartus mūsų miestuose, либо не делать этого. arba nedaryti to. От нас зависит, Nuo mūsų priklauso, что будет происходить в наших городах. kas vyks mūsų miestuose. Будет ли там явлено Царство Божие Ir ar bus tenais išreikšta Dievo karalystė, или нет. ar ne. И ранняя церковь очень серьезно отнеслась к тому, что вот к той власти, которая ей вручена. Pirmoji bažnyčia labai rimtai pasižiūrėjo į tą valdžią, kuri jai buvo suteikta. Когда читаешь Новый Завет вот с этой точки зрения, Kada skaitai šventąjį raštą iš šitos pusės, очень быстро начинаешь замечать, что города в центре внимания ранней церкви. labai greitai pradedi pastebėti, kad miestai sulaukia didelio dėmesio iš pirmos bažnyčios. Когда Иисус посылает апостолов на проповедь, Kada Jėzus siunčia apaštalus pamokslauti, Он посылает их по два, jis siunčia juos po du. и дальше Лука пишет такие слова: в каждый город, куда сам хотел идти. Ir toliau Lukas rašo tokius žodžius: į kiekvieną miestą, į kurį pats norėjau eiti. В каком-то смысле Kažkuria prasme, можно понять это и так, tai galima suprasti ir taip, что Иисус сам шел в этих апостолах. kad šiuose apaštaluose pats Jėzus ėjo. Он хотел бы прийти в эти города, но невозможно одному человеку прийти везде. Jis norėtų nueiti į tos miestus, bet neįmanoma vienam žmogui tai padaryti. Но Он посылает своих учеников, Jis siunčia savo mokinius и в них Он сам приходит в эти города. ir juose jis pats ateina į tos miestus. Потом апостол Павел, Po to apaštalas Paulius, когда начинает свою миссионерскую деятельность, kada jis pradėjo savo misionierišką veiklą, можно увидеть, что он сосредотачивает свою работу в ключевых городах каждой провинции. galima stebėti, kaip jis koncentruoja savo veiklą pagrindiniuose miestuose kiekvienoje provincijoje. Сильнее всего это видно по Эфесу. Ir labiausiai tai matoma Efesoje. Это крупный город, Tai yra labai didelis miestas, 200 тысяч людей. apie 200 000 gyventojų. Павел живет там 2 года, Paulius gyvena ten 2 metus, открывает библейскую школу atidaro Biblijos mokyklą и начинает из нее рассылать своих учеников по городам этой провинции. ir iš tenais pradeda siūsti savo mokinius į provincijos miestelius.
И, например, в послании к Колосинам он пишет, что сам он не был в этом городе. Pavyzdžiui, laiške kolosiečiam jis rašo, kad jis pats nebuvo tame mieste, Но, тем не менее, считает эту церковь основанную им, потому что это было сделано кем-то из его учеников. В данном случае по фразам. bet tuo pat metu jis skaito save tos bažnyčios kolosijoje įkūrėjų, nes tą bažnyčią įkūrė vienas iš jo mokinių. И вы помните, что когда в Эфесе был бунт, Ar jūs prisimenate, kad kai Efesoje buvo maištas, то люди кричали, что этот Павел наполнил всю Асию своим учением. žmonės šaukia, kad tas Paulius, jisai visą Asiją pripildė savo mokymu. На самом деле там было, конечно, очень интересное событие. Iš tiesų, ten buvo labai įdomus įvykiai. Я был в Эфесе, Aš buvau Efesoje, я видел этот театр, в котором они, значит, все это дело, ir aš mačiau tą teatrą, kuriame visą tai vyko. все это происходило. Театр вмещает 20 тысяч человек. Teatre gali tilpti 20 000 gyventojų. Потому что театры строились так, чтобы они могли включить всю экклесию. Nes teatrai buvo statomi taip, kad galėtų juose tilpti visą eklesiją. Все законодательное собрание города. Visa leidžiamoji valdžia susirinkimas. Представь себе 20 тысяч человек, Įsivaizduokite savo 20 000 žmonių, которые кричат «Велика Артемида Ефесская». kurie šaukia, Велика, ну, пусть будет прославлена Артемида Ефесская. tegul būna pašlovinta Artemidė Efesiečių. Это, ну, наверное, это удивительно было. Aš manau, kad tai buvo galingas reiškinys. Вот Павел, сосредотачивая свою работу на городах, Ir Paulius, koncentruodamas savo darbą miestuose, сумел повлиять на всю провинцию. sugebėjo daryti poveikį visai provincijai. И если мы посмотрим чуть дальше в историю, Jeigu mes žvilgstelsime į istoriją truputį toliau, мы увидим, что, собственно, римский мир и потом вся Европа была преображена именно потому, что христиане сумели повлиять на городскую жизнь. mes pamatysime, kad Romos imperija ir galų gale visa Europa jautė tą poveikį, kuris buvo daromas apaštalų laikais. И когда мы уже попадаем в высокое средневековье, Ir kada mes jau atsidurėm viduramžiuose, мы видим, что архитектура городов строится вокруг соборов, mes matome, kad miesto architektūra yra statoma aplink bažnyčias. причем соборы же строились удивительным образом. Ir tos pačios bažnyčios buvo statomos ypatingų būdų. С одной стороны собор в центре города, Iš vienos pusės miesto centre yra bažnyčia, а с другой стороны весь город должен был поместиться в этот собор. ir iš kitos pusės visas miestas turėjo tilpti į tą bažnyčią. Собор строили таким образом, опять же, вот как в античности театры строили так, чтобы туда весь город мог поместиться. Также в средние века строили собор таким образом, чтобы на мессу могло поместиться все городское население. Kaip antikos laikais statydami amfiteatrus planavo, kad tenais tilps visas miestas, taip viduramžiais į bažnyčią turėjo tilpti visas miestas susirinkimų metu. И таким образом собор не просто определял архитектуру города, Tokiu būdu bažnyčia ne tik apspręsdavo architektūrą miesto, но церковный календарь определял ритм жизни, bet kaip krikščioniškas kalendorius apspręsdavo gyvenimo ritmą. проповедь и учение определяли смыслы, которыми эти люди живут. Pamokslai ir mokymai apspręsdavo prasme, kurios laikydavosi žmonės. А когда начали появляться купеческие или ремесленные гильдии, то в них тоже, ну, они были посвящены, как правило, какому-то святому, и, соответственно, труд тоже определялся вот церковным мышлением. Ir kada atsirasdavo priekybos gildijos senaisiais laikais, tai jos irgi buvo daugiau ar mažiau susijusios su bažnyčia ir jos mokymu. Таким образом, церковь смогла через завоевание городов завоевать этот мир. Tokiu būdu bažnyčia per miestų užkariavimą sugebėjo užkariauti pasaulį. Но позже, когда уже мы выходим в эпоху более близкую к нам, Bet vėliau, kai mes persikeliam į epochą labiau artimesnę mūsų laikams, церковь снова теряет города. bažnyčia praranda miestus. И уже в индустриальную эпоху в центре города оказывается не храм, а фабрика или завод. Ir industrijos epochoje miesto centre atsiduria ne bažnyčia, o, pavyzdžiui, kažkokia gamykla.
И жизнь города начинает определяться не церковным календарем, а заводскими гудками. Ir tada jau miestiečių ritmas pradedamas apspręsti ne bažnyčios kalendoriumi, bet gamyklos darbo grafiku. И сегодня, как я говорил уже в начале, горожанин – это самый недостигнутый Евангелием житель земли. Ir šiandien gaunasi taip, kaip aš sakiau iš pat pradžių, kad miestietis tai yra tas gyventojas, kuris mažiausiai yra pasiektas Dievo. А церковь в городе снова стала чем-то маленьким, O bažnyčia mieste vėl tapo kažkuo mažu, незаметным, kažkuo nepastebimu ничего не определяющим. ir nieko neapsprendžiančiu. И я верю, Ir aš tikiu, что Бог снова восстанавливает для церкви сейчас смысл ее названия. Aš tikiu, kad Dievas dabar atkuria bažnyčiai jos pavadinimo prasme. Бог хочет снова нам напомнить, Dievas nori priminti mums, что мы экклесия, kad mes esame eklesija, что мы есть те, кто призван определить жизнь всего города. kad mes esame pašaukti tam, kad apspręstume viso miesto likimą. Нас меньшинство. Taip, mes esame mažuma Это хорошая ситуация. ir tai yra gera, palanki situacija. Еще раз хочу сказать, большинство ничего не определяет. Dar kartą noriu pabrėžti, ne dauguma sprendžia. Тот факт, что нас мало, Tas faktas, kad mūsų yra mažai, дает нам огромную возможность duoda mums begalinės galimybės стать той самой малой закваской, tapti tuo nedideliu raugu, которая заквасит городскую жизнь kuris galės pakeisti miesto gyvenimą и преобразует ее ir kuris atnaujins ją gerąją prasme. таким образом, чтобы над нашими городами было открыто небо и были закрыты врата преисподней. Tokiu būdu, kad virš mūsų miestų būtų atverti dangaus vartai ir būtų užverti pragaro vartai. И я верю в то, что когда Бог об этом говорит, Ir aš tikiu, kad kai Dievas kalba apie tai, Он одновременно изливает особую благодать для тех, которые всерьез отнесутся к тому, что Он говорит. ir aš tikiu, kad Dievas ypatingai palaimins tuos, kurie tiki tuo, ką aš dabar matau pasakyti. Он готов давать особое благословение тем, которые захотят стать тем самым влиятельным меньшинством. Dievas yra pasiruošęs ypatingai palaiminti tuos, kas yra pasirengęs būti ta mažuma, kuri darys poveikį daugumai. Он готов давать силу нам, если мы всерьез отнесемся к Его вызову. Jis yra pasiruošęs suteikti mums daugiau jėgų, jeigu mes nuoširdžiai ir rimtai pasižiūrėsime į jo mestą iššūkį. И Он готов давать нам особое откровение о том, как это делать. Ir jis yra pasirengęs duoti mums ypatingus apreiškimus apie tai, kaip tai turi būti daroma. Я понимаю, что вот еще мало что понятно здесь. Aš suprantu, kad mažai kas yra suprantama čia, Но я хочу просто двумя мыслями поделиться, которые, возможно, вам помогут искать того, как Бог вас будет вести. bet aš noriu pasidalinti su jumis dviejomis mintimis, kurios galimai padės jums suprasti, kaip Dievas nori jumis naudotis ir vesti jūs. Потому что у нас общее откровение, Nes mes turime vienodą apreiškimą, но у нас разная ситуация. tik pas mus situacijos yra skirtingos. И то, что, может быть, работает там, в Москве или в каком-то еще городе, может не сработать у вас. Ir tai, kas sėkmingai veikia Maskvoje ir kitame Rusijos didmestyje, galimai nesuveiks pas jūs. Но есть несколько принципов, которые общие. Bet yra keli principai, kurie yra bendri. Во-первых, вера всегда идет до того, как мы что-то увидим, правда? Visų pirma, tikėjimas eina anksčiau to, ką mes galime pamatyti. Это значит, что сначала мы принимаем этот вызов и говорим: Господь, я согласен, я хочу, я верю в то, что город может быть преобразован силой Евангелия. Tai reiškia, kad visų pirma, mes tikėjimu priimam Dievo iššūkį ir sakome, taip, aš sutinku, kad aš galiu keisti miestą Evangelijos pagalba. Но при этом вначале может ничего не происходить. Ir tuo pat metu iš pradžių gali visiškai nieko nevykti. Но вера есть уверенность в невидимом, правда? Bet tikėjimas tai yra įsitikinimas tame, ko aš nematau. И осуществление ожидаемого. Ir įvykdymas to, ko tikiuosi. Если мы уверены в этом невидимом, Jeigu mes esame įsitikinę tame nematomame, мы начнем осуществлять это. mes pradėsime vykdyti tai. Поэтому первое и самое важное, мы должны всерьез отнестись к этому вызову. Todėl pirma ir svarbiausia yra tai, kad mes turime rimtai pažiūrėti į šį iššūkį.
Мы должны поверить в то, что мы можем. Mes turime patikėti į tai, kad mes galime. Не потому, что в нас самих что-то есть, Ne dėl to, kad yra kažkas ypatingo mumise, а потому что Иисус сделал нас своей церковью. bet todėl, kad Jėzus padarė mus savo bažnyčią. Он в нас хочет прийти в тот город, который не может прийти в физическом теле. Ir mumise jis nori ateiti į tą miestą, į kurį negali ateiti su savo fiziniu kūnu. И это общий принцип. Он хочет прийти в Вильнюс, так же, как он хочет прийти в Москву, так же, как он хочет прийти в Киев, в Ригу и в другие Tai небольшие yra города. bendras principas, tai reiškia, kad viešpats nori ateiti į Vilnių lygiai taip pat, kaip jis nori ateiti į Maskvą, Kijevą, Rygą ir kitus miestus. Вторая вещь. Antras dalykas. Если мы верим в то, что мы есть экклесия для города, Jeigu mes tikime tuo, kad mes esame eklesija mūsų miestui, если мы верим во власть, которая нам дана, ir jeigu mes tikime į tą valdžią, kuri yra mums duota, то мы будем по-другому молиться. tai mes melsimės kitaip. Потому что если мы сознаем ответственность, которую мы имеем, Nes jeigu mes suvokiame tą atsakomybę, kurią turime, у нас будут молитвы не только за свои нужды, pas mus atsiras malda ne tik už savo asmeninius poreikius, а может быть даже не столько за свои нужды, ir gali būti net ne tiek už savo asmeninius poreikius, но за нужды города. bet už miesto poreikius. Знаем ли мы, в чем нуждается наш город? Ar žinome mes, ko reikia mūsų miestui? Понимаем ли мы, где здесь открыты врата преисподней? Ar suprantama mes, ar yra atverti pragaro vartai čia? Понимаем ли мы пророческую судьбу нашего города? Ar suprantame mes pranašišką likimą savo То mieste? есть тот небесный образец, который есть у Бога для нашего города. Tas dangiškasis modelis, kurį turi Dievas mūsų miestui. Есть ли у нас дерзновение со властью утверждать здесь Царство Божие? Ar turime mes drąsos tvirtinti čia Dievo karalystę? Готовы ли мы что-то делать для того, чтобы преобразовать городскую жизнь? Ar esame pasirengę kažką padaryti tam, kad galėtume pakeisti miesto gyvenimą? Потому что, конечно, молитва, она требует от нас потом поступка. Nes malda iš tiesų po to iš mūsų reikalauja tam tikrų veiksmų. Древние монахи говорили «ора et labora». Senovės vienuoliai sakydavo, ką sakydavo? Что с латыни означает «молись и действуй» или «трудись». Sakydavo kažką iš lotynų kalbos, kas reiškia melskis ir po to veik. Если ты молишься с властью, Jeigu tu meldiesi lyg turintis valdžią, ты потом идешь и делаешь это. tu po to eini ir veikdai. И твое действие показывает, что ты действительно в это веришь. Ir tavo veiksmai jie parodo, kad tu iš tiesų tuo tiki. Третья вещь, которой хочется поделиться тоже. Trečias dalykas, kurį noriu jums palikti. Нужно найти ту точку, сейчас пытаюсь проще просто сказать, чтобы легче было переводить, куда приложить свои усилия. Reikia rasti tą tašką, kur tu gali atiduoti savo jėgas. Помните, Архимед говорил, да, дайте мне точку опоры, и я сдвину землю. Ar atsimenate, kaip sakė Archimedas, duokite man žemės atspirties tašką ir aš pajudinsiu ją. Вот представьте, у вас есть 1 000 000 евро. Įsivaizduokite, kad turite 1 000 000 eurų. Это много для Вильнюса или мало? Tai daug Vilniui ar biški trūksta dar? Не, ну правда, Pakankamai. Достаточно. достаточно, да? Но вы добрый человек, Bet jūs esate geras žmogus. и вы еще честный человек. Да? Ir dar priedu jūs esate sąžiningas žmogus. И вы просто решили, что по-честному будет просто раздать всем поровну. Ir jūs nusprendėte, kad labiausiai sąžininga bus išdalinti visiems vienodai. Поскольку каждому достанется. Kiek gaus kiekvienas? По 1,5 евро, да? Kiekvienas gaus po 1,5 euro. Люди заметят, что вы сделали. Ar žmonės pastebės, ką jūs padarėte? Как вы думаете? Kaip jūs manote? Даже не заметят. Jie net nepastebės. А если вы соберете это в одном месте, сделаете какой-то большой проект, O jeigu jūs tos 1 000 000 eurų surinksite į vieną vietą ir įvykdysite kažkokį didelį projektą, это будет заметно, это повлияет на город. ar tai jau bus pastebima? Įtakos miestą? Это принцип. Tai yra principas. Если вы хотите оказать на что-то влияние, не надо делать все.
Jeigu jūs norite daryti poveikį kažkam, nebūtina daryti viską. Возможно, надо делать что-то одно, Galbūt reikia daryti kažką vieną, но что действительно сдвинет ситуацию. bet daryti tai, kas iš tiesų pakeis situaciją. История как раз вашего края, да, Великого княжества Литовского, Jūsų krašto istorija, kalbant apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystę, она очень здорово это иллюстрирует. tai labai puikiai iliustruoja. В XVI веке здесь было много протестантов. 16 amžiuje čia buvo labai daug protestantų. И казалось, что реформация полностью победила. Ir tuo metu atrodė, kad reformacija nugalėjo, И их невозможно было победить военной силой. nes žmonės negalima buvo nugalėti netgi karo veiksmais. И законы были на стороне протестантов. Ir visi įstatymai buvo protestantų pusėje. И население было на стороне протестантов. Ir tauta buvo protestantų pusėje. Но сейчас тут католики. Bet šie dabar yra katalikai. Как так случилось? Kaip taip gavosi? История нам рассказывает, что сюда пришло несколько иезуитов. Istorija pasakoja, kad šiandien atėjo keli jėzuitai. Они никого не убивали. Jie nieko neužmušė. Они не пытались добиться политической власти. Jie nesiekė politinės valdžios. Они просто открыли хорошие школы. Jie tiesiog atverė geras mokyklas. И через 50 лет Ir po 50 metų все образованные люди были католиками. visi išsilavinę žmonės buvo katalikai. Они нашли ту точку, Jie surado tą tašką, через которую смогли изменить ситуацию. per kurį galėjo pakeisti situaciją. Потому что протестанты, Nes protestantai, они же любили читать Слово, i- Библию, любили читать jie Библию. mėgo skaityti šventąjį raštą. А потому ценили образование. Ir dėl to jie vertino išsilavinimą. Иезуиты предложили хорошее образование Ir jėzuitai pasiūlė gerą išsilavinimą. и превратили их в католиков. Ir pavertė juos katalikais. Что сегодня будет той точкой, которая поменяет ситуацию? Kas šiandien bus tas taškas, kuris galėtų pakeisti situaciją? В России многие церкви думают, Rusijoje daugelį bažnyčių galvojama, что самое главное это пройти как-то во власть. kad pagrindinis dalykas, kuris gali apspręsti įtaką, tai papulti į valdžią. И мне тоже смешно, Man irgi juokinga, потому что это ничего не меняет. nes tai dažniausiai nieko nekeičia. Я думаю, Aš manau, что сегодня та точка, которая может изменить ситуацию, kad tas taškas šiandien galintis pakeisti situaciją, это только моя точка зрения. tai yra tik mano asmeninė nuomonė. Но я думаю, что она от Господа. Bet aš manau, kad ta mano nuomonė yra nuo Dievo. Но я могу ошибаться, естественно. Žinoma, aš galiu klysti. Я думаю, что это бизнес, Aš manau, kad tai yra verslas. предпринимательство. Verslas. Но такое предпринимательство, Bet toks verslas, которое не просто деньги зарабатывает, kuris ne tiesiog uždirba pinigus, а которое через бизнес несет Царство Божие. bet kuris per savo verslą neša arba skelbia Evangeliją. Возможно, это та точка, куда стоит приложить максимум усилий. Galbūt tai yra tas taškas, kur reikėtų koncentruoti savo jėgas. Развивать в себе предпринимательский дух. Vystyti savyje verslumo dvasę, Тем более это очень протестантское состояние. tuo labiau, kad tai labai toks protestantiška būsena. И учиться через бизнес нести Царство Божие. Ir mokintis per verslą nešti šventąjį raštą ir Dievo karalystę. Возможно, Бог вам Galbūt. что-то другое откроет. Galbūt jums Dievas atvers kažką kitą. Вот оставлю вам эти 3 вещи, которые, в моем сердце Aš есть. paliksiu jums tuos 3 dalykus, kurie yra dabar mano širdyje. Бог может вести вас и дальше в понимании того, как, благодаря чему, каким образом вы сможете повлиять на свой город. Dievas gali jūs ir toliau vesti, mokindamas to, kaip jūs galėtumėte įtakoti savo miestą. Но очень хочется, чтобы вы услышали вот это послание как вызов от Господа. Bet labai norėtųsi, kad šį pranešimą jūs išgirstumėt kaip iššūkį nuo Dievo. Потому что я правда верю, Nes aš iš tiesų tikiu, если мы всерьез к этому отнесемся, kad jeigu mes pažiūrėsime į tai labai rimtai будем молиться, ir melsimės, будем искать Его водительство, ieškosime Dievo vedimo,
Будем верить в то, что у нас есть власть повлиять на то, что происходит на наших улицах. Tikėsime, kad mes turime jėgos ir valdžios veikti tai, kas vyksta mūsų gatvėse. И Бог будет в этом с нами. Tai Dievas bus tame su mumis. И мы сможем стать той закваской, Ir mes galėsime tapti tuo raugu, которая заквасит все тесто. kuris pakeis struktūrą visos tešlos. И мы увидим, как применять те ключи власти, которые даны нам Христом. Ir mes tada suprasime, kaip mes galime naudoti tuos valdžios raktus, kuriuos mums davė Jėzus. Пусть Бог благословит вас. Tegul Dievas jūs palaimina. Аминь. Amen. Господь, пошли нам смелость, Иисус, дерзновение, чтобы идти и проповедовать о Тебе, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в этой силе, Господь, силе Святого Духа, Господь. Мы не хотим ничего делать сами, Господь. Мы полностью полагаемся на Тебя, Господь. Не наши человеческие амбиции, Господь, не наши интересы, Иисус, но Ты иди впереди нас, Господь. Пусть Твой Дух Святой всегда сопровождает нас. Во имя Иисуса Христа, Господь. Мы молим Тебя, Иисус. И в это утро мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Твое святое имя, Господь. Ты сильный Бог, Ты крепкий Царь. Я славлю Тебя. Иисус, я славлю Тебя. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Так желаю быть с тобой и жажду слышать голос твой. Ты так нужен мне, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне. Пусть ты истина, ты жизнь, меня так дивно сотворил. Буду тебя хвалить, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Иисус,
Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе. О, я поклоняюсь Тебе, Господь, прими сегодня наше поклонение, прими наши эти гимны, Господь, прими сегодня наши молитвы, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы почитаем Тебя, мы любим Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь.